Добрый день, уважаемые зрители. В эфире у нас передача «Башкиры мира». И сегодня у нас в гостях очень интересный башкорт Галимов Камиль Нуриманович. Он живет сейчас в Республике Кипр, живет очень давно, по профессии хирург. В прошлом был генеральным директором компании Бонпет, создал одну из первых ветеринарных компаний в Москве, точнее, одну из первых ветеринарных клиник в Москве, да. Провел около 8 000 успешных операций. Камиль Агай, Хаумагас, Алмагагас, Руслан Туганым. очень рад вас видеть в нашем эфире. Спасибо, что согласились. Взаимно. Камиль Агай, вот, ну, первый вопрос, как всегда, для наших зрителей. Вот расскажите немножко о себе. Вот, кто вы, откуда вы, из какого района, из Башкортостана. Ну, вообще, вот, немножко о себе. Как вы попали на Мгм. Кипр? Я вообще столичный житель. Я родился в городе Уфе в 62 году, но мой отец из Салаватского района. Мало того, дом моего прадеда стоял там, где сейчас музей Салавата Юлаева. Мгм. Ну, я по праву себя считаю его потомком. Понимаете? Ну, потомкам, может быть, даже не генетически, а по призванию, потому что я пишу стихи. Салават Юлаев, прежде всего, был поэт. Поэт. Потом он был героем. Вы знаете, интересно, что кстати, Арестович говорит очень хорошие слова. Надо вернуть в политику мораль. Мы с вами вообще сейчас свидетели, я так полагаю, очевидцы рождения новой парадигмы. Именно романтики спасают этот мир сейчас. Вот рождение новой нации, о которой вы говорили, нации титанов, героев, это именно за счет романтиков. Я, Ну, наверное, немножко Камиль, отклоню. Камиль Агай, я перебью немножко. К украинцам перейдем еще. Я вот Ага. о себе немножко. Вот в Уфе родились. Дальше что? Я родился в Уфе, закончил мединститут, учился в Башкирском государственном медицинском институте имени 15-летия ВЛКСМ. Сейчас это называется медуниверситет. Мгм. У меня вообще династия врачей. У меня Потомственный мама врач. врач, да, и получается потомственный врач. Мама была врач, дядя родной врач, мой брат двоюродный был министром здравоохранения Республики Башкортостан. Вот. Дедушка мой в подлиннике прочитал канон Ибн Сино. Он прекрасно знал арабский язык, писал, читал. Вот. И он ведь оказывал медицинскую помощь реально людям, окружающим. И реально спас мою маму, когда она очень сильно заболела. От нее отказались врачи. Знаете, да, вот. Кстати, если вы Уфу представляете, вот центральный рынок, там была клумба, круговое движение, Да, по-моему, да, да, да. до сих пор. Вот в центре стоял родовой дом. Мгм. Моя бабушка Ханифа Музафаровна Хабудинова, она вот своими родственниками построила этот дом. И там мама мне рассказывала, говорила всегда, вы, говорит, обязаны своей жизнью лошади. Но перед этим была история, когда, наоборот, она вышла утром, кстати, ну, тогда же удобства были во дворе, а ей было 5 лет, за ней стал гоняться жеребенок. Мгм. Это был март месяц. Она, конечно, промокла, вспотела, ну и заболела плеврит. Она лежала в детской республиканской больнице очень долго, ей откачивали, делали пункции. И
вызвав однажды родителей, отдали ее как умирающую. Так вот, мой дед, Гумер, э, Гумер, отчество, сейчас я немножко волнуюсь, поэтому попозже вспомню, конечно. Бакиров Гумер. Он просто вспомнил эти методы Ибн Сино и вылечил ее. Врачи были удивлены крайне, когда он привел здорового ребенка на осмотр. Вот. Ну, у нас вот такое вот отношение к медицине, да. Камиль Агай, получается, вы в Уфе выросли, закончили университет, а потом, когда вы в Москву попали? Да. Уже будучи студентом, я стал делать первые операции. Как в клиниках, в нейрохирургическом отделении. Мне доверяли даже трепанации, экстренные операции. И в 21-й больнице, уже на 5-м курсе. Вот. Но на 5-м курсе я создал свою методику микрохирургического шва. Анастомоз на животных, конечно, это было на лабораторных крысах. Написал статью и отправил в Москву в отделение микрохирургии Всесоюза научного центра хирургии. И пришел ответ на приглашение в целевую аспирантуру в Москву. Там была долгая история, но, в общем, я попал в целевую аспирантуру в Москву. В 1986 году я уехал. Кстати, поработал 1 год у небезызвестного Эрнеста Рифкатовича Молдашева в 10-й больнице, тоже связанный с микрохирургией, да. Вот. И вот с 1986 года по 2000-е годы я работал одновременно врачом человеческим, работал в экстренной микрохирургии, в 71-й больнице делал операции, реплантации. Моя вот стезя, то, что я обожаю, это экстренная микрохирургия и реплантология. Знаете, наверное, да? Это травматические ампутации пальцев, конечностей, кисти, рук и так далее. Я помню, в 1987 году в одно дежурство мне удалось сделать 3 удачных реплантации. А я был, студент практически, аспирант. Кто такой? В прошлом студент, еще совсем недавно. Вот. И в это время, во время второй операции, мы делаем реплантацию сегмента кисти с доктором, с коллегой. Он городской врач, мой ровесник. Заходит доктор Дебеки. У нас был первый всесоюзный симпозиум по микрохирургии. Представляете, Дебеки – это номер 1 хирург с мировым именем. К сожалению, его уже нет в живых. Он подходит и спрашивает у нас: а сколько вы получите какой будет у вас гонорар за эту сложнейшую операцию? Мы так с гордостью, городской врач говорит: вот у меня оклад 160 рублей. Я с гордостью говорю: у меня повышенная стипендия 170 рублей. Он так, пожимая плечи, узнав, сколько это в долларах, уходит совершенно в смятенном, с полном смятении. И потом уже за фуршетом мы узнаем, оказывается, у них эти операции делают маститые хирурги до сих пор. То есть 40-50-летние. Естественно, это никто не отдаст это колоссальные гонорары получает. Это вообще на самом деле это верх искусства хирургического. Хирургия – это искусство, понимаете? Мне мои пациенты говорят: Камиль Нуриманович, вы когда оперируете, вы преображаетесь. Я чувствую себя 18-летним, вот когда я первую операцию сделал. 19-летним, наверное. Вот. Камиль Агай, вот я вынужден вас немножко направлять обратно хорошо. в сторону вопросов. Вот в Москве вы начали жить, насколько я знаю, вы начали участвовать и в политической жизни, в оппозиционной. Вот расскажите немножко об этом. Как это происходило? Куда вы выходили? Это немножечко позже уже было. Значит, я защитил диссертацию в 1993 году.
И мне сразу было предложено место заведующего отделения в 7-й больнице. Это на Миллионщика улице. Это Краснопресненский район города Москвы. Один из лучших районов, я считаю. Так вот, академик, кстати, на защите подошел и предложил. Дал, прям сказал, напишите заявление, подписал его. И в этом же году, вы представляете, это весной у меня была защита. Случается вот... ну, я его называю «Первый Майдан». 93-й год, Расстрел осень. парламента, да? Да, расстрел парламента. Вы знаете, насколько сейчас это актуально, я вспоминаю, когда мы первый раз, когда стояли вокруг Белого дома в 91 году, представляете, слева у меня один профессор, справа молодой академик, стоит Пороховщиков Саша, стоит Ширвинты, старший и младший. В общем, весь бомонд. А поскольку у нас образование все-таки военно-медицинское, по сути, мы же военно-обязанные, да, мы, как врачи, сразу выбрали позицию, это 91 год, стояли возле набережной, все плавать умели, понимали, что если пойдут... нам всегда передавали постоянно, монитор шел, кто идет, идет Таманская дивизия, еще кто-то идет, еще кто-то идет. И я про 91 год говорю, понимаете? Мы стояли возле набережной и знали, что если... Потому что там были тысячи людей, просто тысячи, понимаете? И если что, мы понимали, будет паника, погибнут, просто затопчут друг друга. Мы были готовы просто спрыгнуть вдвоем с профессором в воду и уплыть по набережной. Вот. И телеграфная, 93-й год. Я могу вам сказать, потому что это связано с дорогими мне людьми, близкими сердцу и родными. Я пришел после дежурства домой, уставший после операции. Это была суббота поздно. Я утром встал в воскресенье, сонный. Звонок. Мама позвонила. Из Уфы. А я тоже этот репортаж увидел. Тогда я еще смотрел телевизор. Стоял коллега возле Белого дома и призывал врачей прийти к Белому дому, взять с собой все необходимое, аптечки, обязательно, подчеркнул, халат оденьте. Вот. Поскольку скорая помощь отказывается приезжать, скорая помощь. В силу того, что там просто шел перекрестный обстрел. Я только собрался, звонок, мама звонит и по-башкирски говорит моей жене, Найлега, говорит: так, доченька, закрой дверь, ключи выкини, я его знаю, он сейчас убежит. Жена закрыла дверь. Мы жили на Алсуфьевском переулке, это дом графа Алсуфьева. Особняк, он до сих пор сохранился, историческое место, напротив, по сути, сада Мандельштама. Вот. Сидим час, два, три, 4, собака моя, буфер-ротвейлерша, стала выйти. В общем, я говорю, нельзя же так издеваться над животным, надо и выгулить ее. Позвонили соседу, он нашел ключи, открыл. Я под видом выгула собаки выбежал. Успел только прихватить аптечку. Так вот, вы знаете, от Алсуфьевского переулка до Белого дома, наверное, 2,5 километра. За метров за 800 я привязал собаку к столбу, а уже сумерки были, и я видел зрелище, конечно, это вот трассирующие пули ложатся в асфальт с дымком. Успел только я под брюшье моста запрыгнуть, как на меня накинули халат. Коллега говорит: ты сумасшедший, мы же сказали, надо халат обязательно. В общем, они не стреляли людей в белых халатах. Оказывать помощь некому было. Мы просто выполняли санитарные функции. Собирали тела подростков, по сути, понимаете, 18-19 лет, мальчишки, девчонки. Мне уже тогда было 33 года. И вот, это свойство центральной нервной системы. У меня как произошло тогда торможение охранное. Просто мозг мне сказал, что это сон. Мы на автопилоте все сидели до утра, до 7 утра мы собрали 40 с лишним трупов.
Спустя много лет я узнал, что с ними было дальше. Я знаю немало об этом, потому что клиника была рядом, и ходили, в том числе и среди пациентов были бывшие вот этой организации на 3 буквы. Один откровенно сказал, что это была команда напрямую всех отстреливать, кто подходит к Белому дому для острастки. Я спросил, что было дальше с этими бедными телами. Загрузили в баржу и спустили по Москва-реке. Закопали в ближайшем Подмосковье. Ни одной матери, ни одному отцу не отдали тело ребенка. Да, ужасно, Вот, конечно. Камиль вот Агай, это... Мгм. да, вот, Да, ну, да, эти события, вот, начала 90-х, конечно, это был первый, скажем так, звоночек того режима, который наступал, вроде бы как всем говорилось, что пришло там демократическое какое-то правление Ельцина, но на самом деле расстрел парламента уже показал, кто есть кто на да. самом деле, а потом произошла первая чеченская, а потом вторая чеченская, а потом пришел Путин. И вот я отсюда хотел спросить у вас, как вы в итоге уехали из России, почему Мгм. уехали? Сейчас, минуточку, очень важно. Я немножко, буквально на секунду отступлюсь. Я тогда уже понимал, в 93-м году, уважаемые мною люди, с кем мы стояли в 91-м году, ну, включая Новодворскую, Валерию лично, я с ней был лично знаком, мы очень дружили. Я ей говорю, что вы заблуждаетесь. Это не демократично, это не, ну, это ни в какие ворота. Ну, расстрел. Да, вы знаете, что Ельцин дал приказ, во-первых, снайпером, это был приказ прямой от него. До этого был приказ, он дал главкому авиации подняться в воздух и разбомбить Белый дом. На что главком авиации сказал, я не воюю с мирными жителями. И его сняли, его лишили всех наград. Вы понимаете? То есть тогда были люди, которые могли остановиться, могли... кстати, что произошло в 91 году, глобальная ошибка в том, что поверили Ельцину. Это раз. Вторая ошибка, ведь это не парламентский, это не народ передал власть от Ельцина Путину. Просто в угоду его безопасности он власть, данную народом, Все правильно, передал да? совершенно, ну, я называю этого человека чмоль, понимаете? Я не хочу даже марать свой язык его именем. Безопасность семьи Ельцина, то есть он доверил в руки Путина, Да, да. ФСБшникам. И полностью отдал власть Мгм. человеку, который, ну, я вспоминаю, в 99-м году с такой ехидной ухмылкой он вышел перед своими и сказал, спецоперация по захвату власти выполнена успешно. Помните этот Да, сюжет? да, да, Вот. конечно. Ну вот и все. Вот это вот. Вот вы плюс сказали, что 8 тысяч операций я сделал. Ну, сейчас уже больше, конечно. Я делал и спецоперации. Но то, что происходит сейчас, это, ну, такая Ну, тенденция существует. вот, Мгм. соответственно, возвращаясь к вопросу, вот как вы уехали? Когда вы Да. уехали? Вот осознание произошло именно вот в 93-м году. Что ради безопасности... У меня уже тогда, кстати, когда я пришел домой, жена говорит, ты где был? Я говорю, я был в операционной. Она говорит, не ври, я звонила, никто не отвечал. Я говорю, все были заняты. В общем, я запомнил эти слова. Дома полно детей. Ну, в общем, вломила по полной, конечно, да. Я тогда понял, ради детей надо уезжать. И, кстати говоря, мне ведь... Я же продолжаю общаться с коллегами. Мне говорят, Камиль, как ты мог? Ты самый лучший был хирург, лучший из нас, успешный, и ты... Я ни о чем не жалею. Да, старшие дети уже стали понимать. Я поменял карьеру на их безопасность. Свой успех, успешность, карьеру вот, на безопасность детей. У меня здесь сын, Оскар.
Он отслужил здесь в армии. А в каком году он Европейской ушел? армии. В каком году? Да, значит, осознание произошло в 93-м году, а уехал я в 97-м. Это смешная история была. То есть вы еще Меня только взяли... уехали. Да, да, да. Ну, вы понимаете, Руслан, ладно, мы к этому вернемся еще. Осознание пола. У меня не было никаких иллюзий. Вот, понимаете, произошло какое-то озарение. Но надо сказать, что у нас, я понимаю, вы понимаете, да, у башкортов в крови, башкорты – это воины. Башкорты – это люди, которые видели смерть близких, которые, это воинское сословие, вотчинники. Для нас война, как это кто-то сказал, Стихия башкиры... наша, да? Да, это наша стихия. Вы знаете, да, Екатерина запретила огнестрельное оружие, и поехали. Над нами сначала пытались смеяться, но ведь не потому, что не владели огнестрельным орудием, а в силу обстоятельств объективных. Люди поехали с пиками, со стрелами и владели виртуозно. Вы знаете, генерал Раб прибежал к Наполеону, вот, с торчащей вот так поперек стрелой, и стал плакать и кричать. Эти варвары стреляют ядовитыми стрелами. Наполеон ему так вот сломал и сказал: нет, никто не стреляет здесь ядовитыми стрелами. А с оружием мы вообще непобедимы. Вот это, кстати говоря, красной линии проходит в Куштау. Они просто испугались, понимаете? Те события. Вы У меня друг... наблюдали за Да, событиями? да. Я просто чудом я понимал, что я не успеваю туда приехать. У меня мой однокашник, мой друг Марат, он сидел напротив, его просто жена вот так вот держала, он просто рвался туда, понимаете? Ну, вы понимаете, он ровесник мой. Вот. Но он бы пошел, если бы не семья, естественно. Получается, смотрите, вы вот столько лет живете в Республике Кипр, да? Вы постоянно, получается, наблюдаете за жизнью в республике, да? Что там происходит? Конечно. Вообще, как часто вы вообще туда приезжаете? Когда последний раз были? Ну, да, вот до пандемии я был часто. Я езжу на могилу родителей. Мои родители похоронены, знаете, да, на Тукая. Это мемориальное кладбище. Мусульманское кладбище. Мусульманское кладбище, да. Вот. Я детей туда возил, чтобы они знали, где могила предков. Вот. Там и мои бабушки, и прабабушки похоронены. Понимаете, отец похоронен. Отец у меня был юристом, прокурором. Вот. Последний раз я был в 2010 году, подождите, вру, в 2012 году был я в Уфе, а в Москву-то я часто летаю. Но, к сожалению, я летал тут только потому, что приходилось там оперировать. Делал операции моим пациентам и возвращался обратно сюда. А семья живет здесь. Ну, правда, не все, к сожалению. Ну, получается, если вы следите за событиями в республике, события Куштау, говорите, да, то есть следили, понятно же, да, что, то есть, ну, получается, что вы переживаете за судьбу своего народа. Вот война в Украине, да, когда началась год назад, как вы вообще это восприняли? Вы знаете, я по природе своей оптимист. Я, конечно, умом, то есть, понимаете, ум понимал, а сердце отказывалось это понимать. И я надеялся, что не будет войны. И, конечно, состояние шока было первые часы, сутки. И как, помните, да, Вахтанг Кикабидзе, я, говорит, болен этим. Я просто... мы сидели прикованные к новостям. Вот. И все поминутно. Я и Арестовича там смотрел с Фейгиным, и прямые новости с Украины. Вот. У меня там много друзей, коллег. Я с ними общаюсь. В Украине, да? Да, мало того, Руслан, я ведь написал заявление, чтобы меня взяли. Да, надо отметить, мне приходило... Еще в Первую войну пришло... в 2014 году, да? Пришло 6 повесток, не пришло.
в военкомат. И когда уже там 6-я пришла, я не выдержал. Ну, мне сын их давал, то есть присылал. Я посмотрел, номер написан. Я звоню. Отвечает мужчина какой-то. Я говорю, вы смотрели, сколько у меня детей? А нет, вернее, не так. Вы смотрели на мой возраст? Я говорю. Ну да, ну ничего, вы нам подходите. У вас такая должность. Я по прописному свидетельству начальник полковой медицинской службы госпиталя. То есть, начальник полкового госпиталя. Вы нам нужны. Я говорю, так, а вы смотрели, сколько у меня детей? А вот это вы должны принести нам показать свидетельство о рождении. Я говорю, я вам ничего не должен. До свидания. Вот. Я не знаю, в этот раз они присылали, не присылали, но как-то вот так вот. Да, и когда уже это началось, я в первые же дни разыскал коллегу, врача. Она уже уехала, она в Киеве жила, эмигрировала в Шотландию. Она дала концы сотрудникам Минздрава украинского в Киеве. Я ему позвонил. Они взяли, как говорится, на карандаш. Но он так сказал, сидите там. Дал понять, что опасно, но говорит, вы, говорит, еще пригодитесь. Я представился, сказал, что вот такая-то специальность у меня. Я ведь еще и сосудистый хирург, то есть сосудистые травмы. Я вижу, вот знаете, как я не могу смотреть фильмы о врачах, где ляпы, да, в операционной, так и я вижу, трудно мне не заметить ляпы. Молодые врачи, понятно, там шок. Я работал с экстренной ситуацией. Я знаю, как кому помочь. И, вот нас этому учили. Военная медицина, военная подготовка. То есть сортировка раненых. Кому надо оказать первую помощь, кому отложено, кому и так далее, понимаете? Я бы там очень пригодился. Но, к сожалению, вот пока не получается. Камиль Агай, получается, вы же, получается, следите полностью за новостями. Вот с республики несколько батальонов, да, уехало таких так называемых добровольческих. На самом деле это, обычные наемники, которые за деньги поехали воевать в Украину на стороне России. Хабиров там собирал. Вот насколько это, на ваш взгляд? Вы знаете, на самом деле это... Что называя их Салават Юлаевым, да? Батальон имени Да, Юлаева. когда у меня стихотворение по этому поводу есть. Когда я услышал об этом, я понял сразу, что они просто пытаются замазать имя Салавата. Но не удастся. Не удастся. Я помню разговор чиновника, когда моя книга вышла, стихов «Стрелы Салавата», я подарил известному человеку у нас в Башкортостане эту книгу стихов, а он чиновник большой. И когда он увидел «Стрелы Салавата», он так: Камиль, Туваным, так он же против центральной власти воевал. Я говорю, знаете что? Не буду говорить имя и отчество. Он прежде всего поэт. И воевал он за свободу своего народа. И воевал он вместе с русскими, с чувашами, с мордвой. В 19 лет командовал дивизией. И ведь он продолжал биться, когда уже Пугачева казнили. А он продолжал воевать. Потому что предателей среди нашего народа практически нет. Кстати, вы знаете, да, это я узнал от однополчанина, своего отца, когда приехал в Салаватский район. Когда я услышал от него, у меня мороз по коже. Отца уже не было, отец рано умер. Он, кстати, добровольцем ушел на фронт. Я потом фотографию на стене, у меня висит его портрет. А его однополчанин был еще живой. Это был 1997 год. Я был на родине отца и встретился с однополчанином. И он мне стал рассказывать очень много теплых об отце. Вот. О том, как их последний бой был, это взятие Кенигсберга. Отец, ему было 19 лет, дивизия голодная, разутая, холодная, еды нету. Отец пошел в какую-то деревню, вернулся с огромной бутылкой шнапса, там какой-то окорок, мешок картошки. Он накормил весь взвод, понимаете? А когда
Они взяли эту крепость, там сколько, неделю они брали, я уже не помню. Это же, кстати говоря, один из самых мощнейших форпостов фашистских был. А, командир дивизии вызывает пофамильно, и называет отца. Он выходит, его разжаловали, кстати, он был лейтенантом, его разжаловали за то, что он, придется и это сказать, отец водил нас по лесу, своих сыновей, и учил нас 7 правил башкира, 7 канонов, знать родословную, знать язык, уважать старших и уметь выживать, один из пунктов. Вот он единственный выжил из всех. Вернулся, выполнив задание без белорусского леса, это 43-й год, по-моему. И его разжаловали, потому что он один вернулся. Хотели в штрафбат отправить, но за заслуги у него была медаль за отвагу. Так вот, его однополчанин рассказал, что среди башкир предателей не было. А самое главное, говорит, а он был связной, этот Ахмат Агай. Он был связной. Они в эфире говорили на башкирском языке открыто. Понимаете? Вот это умалчивается, этот факт. Это очень важный и интересный факт. Башкирский язык использовался как для связи между дивизиями, между войсками. Потому что пленных башкиры никогда не сдавались. Вы помните, да, этот подвиг башкир, когда в 1941 году, отступая, окруженная дивизия сдалась, а на высотке несколько человек продолжали бой. И орудия использовали, и все. Все-таки фашисты их взяли через много-много часов. И оказалось, это 3 башкира из одной деревни, из одного аула. И они им сказали, русским, здесь чужая земля, а за нами Родина. Почему вы не воюете? И вот, кстати, этот человек, который это записал, он говорит, я жалею, что я не записал их имена. Если бы каждый из нас воевал как башкир, мы бы их не пропустили. Понимаете? Вот это слова русского человека. Он говорит, лучше бы я погиб. А да, немцы, они тем не менее отнеслись к ним с уважением. Они их не расстреляли, а дали умереть своей смертью. Они истекали кровью, но запретили подходить и оказывать им помощь. Вот этот русский, который прошел все круги ада, концлагерей с 1941 года до конца войны, потом советские лагеря он прошел. И вот он говорит, что лучше бы я погиб геройски, как эти башкиры. Так вот, давайте в нашу действительность вернемся. Да. Давайте. Извините, это для меня просто очень... Год назад, с начала войны, кстати, у нас осталось тут чуть больше 4 минуты. Потом, если что, я вам ссылку еще раз отправлю, и мы еще договорим, хорошо? Хорошо. Да, и вот год назад, скажем так, Башкирское национальное движение объявило своей целью, поставило независимость Республики Башкортостан. И объяснила это тем, что дальнейшее нахождение в составе этого государства просто невозможно ввиду того, что это государство ведет агрессивную политику по отношению к соседям. Мало того, отправляет наши народы, непосредственно здесь про башкирский народ говорится, да, отправляет наш народ убивать других людей, которые нам абсолютно ничего плохого не сделали, украинцев, да. Вот, и поставил перед собой цель выхода из состава России. Вот вы как смотрите на это? Это вообще мечта всей моей жизни. Я когда еще учился в мединституте, я это понимал. Вы знаете, как грузин этот сказал, был министром иностранных дел, помните, да, в советское время? Шеварднадзе. Шеварднадзе. Он в кулуарах сказал Маргарет Тэтчер, сказал, Грузия будет свободной. И она ведь действительно была какое-то время при Михаиле Саакашвили свободной, и она преобразилась. Я верю, что Башкортостан станет свободной. Я это не знаю. Может, я это уже от дедушки своего знал, а с бабушкой, которая всю жизнь... У нас ведь в чем...
разница между нами и Центральной Россией, допустим. Никогда не было крепостных, никогда не было этих батраков. Дух свободы у нас это в крови. Мы с этим рождаемся. Вот. А вы, кстати, я не договорил по поводу вот этих людей. Они просто обмануты. Это боль моя, сердечная боль. Люди погибают, мальчишки глупые. Это говорит о том, что они оторвались. Во-первых, они потеряли преемственность вот из этих 7 пунктов. Они потеряли язык свой. Они потеряли культуру. Они не знают историю нашу. Достаточно вспомнить Сиантус, геноцид башкир. Деревни. Я знаю, вы знаете, у нас общий знакомый есть, который из этого села рядом. Он вас знает. Да, я знаю, Павлович. Да, вот. Это чудовищная ошибка. Просто чудовищная. Была ошибкой то, что мы просили, башкиры просили. Я говорю, не надо просить. Россию просить не надо. Присвоение героя Советского Союза Шаймуратову. Не надо. Они ничего просто так не делают. И вот произошло то, что должно было произойти. Да, вот по поводу этой имперской политики. Вы знаете, так примеров масса. Это миф о том, что Россия никого не покоряла. Она не просто покоряла, она их уничтожала. Достаточно вспомнить айнов, лапов. Да их можно бесконечно перечислять. Этносы, которые физически уничтожены. Так, и вот дальше про имперскую политику. Можно... Их более 20 этносов, насколько я помню. Я сейчас просто не назову всех. Но смотрите, что интересно. Окружающие нас страны забрали и тем самым сохранили. Тех же лапов норвежцы забрали. Айнов забрали японцы к себе на свои острова. И сохранили этот этнос. Российская политика никогда не думала об этносах, малых народах, как называют, или еще нацменах, это поганическое слово, сочетание советских времен, не понимая того, что ведь вот это как спектр белого цвета. В нем 7 основных цветов. Если один из цветов убрать, белого не будет. Так и народы, населяющие земной шар и Россию, и континент Евразии, это просто, это богатство человечества. Да, я всегда, знаете, я всегда об этом говорю так, что вот когда представим поле цветов, да, когда цветы все одного цвета, допустим, желтого цвета, оно может быть и красиво, но это однообразно и утомительно уже через какое-то время. Да. Когда на поле многоцветие разных трав, там и запах стоит, аромат прекрасный, и вид красивый, да, то есть и какое разнообразие. Вот то же самое и с народами. Сколько народов мира, Да, это же так интересно и красиво. Вы знаете, я в операционной, когда здесь работаю, я кайф ловлю кайф от многоголосия, разноязычия. Говорят по-гречески, по-английски, латышски, с латышской девочкой, медсестра, по-русски говорят, на украинском говорят, понимаете? Это же здорово. Как можно? Я не понимаю. Это... Получается, возвращаясь, то есть вы верите, да, просто вот удивительно наблюдать то, что молодежь, вот я общаюсь с некоторой молодежью, которая не верит в то, что Республика Башкортостан может быть свободным государством независимым, что она сама себя не прокормит, что она обречена быть вечно в России. И вот глядя на вас, то есть вы уже в возрасте человек, повидавший много-много всего, то есть верите в независимость. Как вы это объясните? Вы знаете, Заки Валиди с этой верой ушел к Аллаху, да, но он свою веру не утратил. И эту веру сохранили его дети, как ныне здравствующие. Я встречался с Зианбике Туган, да. Она также продолжает верить. Да, она не говорит по-башкирски, она
не говорит по-русски, говорит по-турецки, по-английски, но она верит. А как без веры жить? Без этого нельзя идти дальше. Ну, опустить руки, посыпать голову пеплом. Кстати, ведь он тоже, я вспоминаю эту цитату из воспоминаний, вы, конечно, читали эту книгу, у меня настольная книга, когда он останавливал последнее восстание башкир в 2020 году, они спрашивали, а что же нам делать? Учите детей языку, культуре, сохраните себя. Религию, да. Религию, да. Да. Но это вот те вот семь столпов, на чем держится наш народ, наш этнос, наша нация. Если верить и каждый день что-то для этого делать, мы обязательно добьемся успеха. Я в это верю. Другое дело, вот опять же, вот тогда в переходный период нам очень помогла армия своя. Ведь вы помните, да, даже фильм был «Гроза над Белой», когда 3 фронта стояли на вот этой бифуркации реки Белой. Под Красным Яром, по-моему, да, это было? Или там снимали этот фильм? Да, там снимали, да. Там, где Дема и Уфимков сливаются. Там стояли 3 фронта, а Фрунзе не возглавлял Красную армию, но они терпели поражение от Деникина или от Колчака, от Деникина. Так он, воспользовавшись тем, что он владел Колчака, он владел тюркскими языками, пришел к Закиву Лиди. Но надо отдать должное, он ему пообещал, сказал, да, вот поможешь нам, я отвезу тебя к Ленину, и он все сделает, что ты попросишь. Разбили Колчака, он взял его с собой, и там Закив Лиди, когда Ленин спросил у него, что ты хочешь, свою автономию, свою армию, сохранить свою армию. И тот подписал тут же указ. Ну, за Кивелиди он себя потом ругал, что я расслабился и отпустил своих. Ну, с ним было, наверное, около 20 воинов, если не больше. А тот его оставил, и через день буквально на его глазах порвал этот указ за номер там какой-то, даже однозначное число это было. Что же вы делаете, Владимир Ильич? Он говорит, учись у меня большой политике. А помните, когда он в Туркестан через хребет шел на юг, и за ним, ему навстречу шли как-то странно на лошадях 2 или 3 этих наездника, и он понял, что это за ним погоня. Да. И он поднял башкирскую лошадь, и гнали они перед собой табун овец. Он по спинам лошадей, вот по краю обрыва вот этого, они все посыпались вместе с баранами и кричат ему, Закив летит, типа, там, ты же добрый, ты помоги нам. Он говорит, спасибо вашему учителю, Красному Паше. Он мне преподал замечательный урок, вам верить нельзя. Так вот, возвращаясь к этой имперской политике, вы знаете, у меня глубоко сложившееся мнение о том, что ничего не изменилось с царских времен. И вот этот промежуток непонятно какого-то строя, да, когда нам обещали райские гущи, никто, кстати, за это не ответил. Коммунизм, что там, помните, да, эти от каждого по возможности, каждому по потребностям, это принцип коммунизма. Кто за это ответил? И самое интересное, я, кстати, могу поименно привести факты, что от кормушки из них никто не отошел. Вот как вот члены Политбюро, там 3-й, 4-й человек от Брежнева сидел всегда, да, я уже как назвать тот период 90-х годов? Я был у него дома, оказывал там помощь его овчарке, вот. И сидит лицо, которое из ящика. И его сын, могу назвать фамилию, хотите, назову, особо приближенное лицо, понимаете? То есть ничего не изменилось по факту. Нам меняют вывески, и мы верим. А империя как была, так и остается. Ее надо разрушить. Вот, знаете, замечательные слова есть у Новодворской. Наш Карфаген обязан быть разрушен. До основания. Тогда заканчиваю уже, да, уже время как бы у нас подходит к концу.
Камиль Агай, то есть сейчас вы наблюдаете, я уверен, вы наблюдаете за всей ситуацией, которая творится в мире, вокруг, в Украине сейчас, в России в самой, ну и, конечно же, в Республике Башкортостан, видя, что часть башкирского общества раскололась, часть против войны, часть и за войну. Вот что бы вы сказали бы, вот вообще ваше мнение о будущем, что нас всех ждет? Что нас ждет всех? Что будет, на ваш взгляд? А, ну, если оптимистически смотреть на происходящее, Ну, как кстати вы говоря, видите, после вы 20... оптимист, пессимист, я не знаю, Да, как я, вы я видите. оптимист. Оптимист, стараюсь быть реалистом. Конечно, в чем-то я романтик, наверное, да. Но после 24 февраля прошлого года у меня появилась реальная мечта, цель. И я в это верю. Я не знаю, сколько пройдет времени, но теперь появилась реально. То есть вот то, что вы сказали, это абсолютно верно. Появилась нация титанов. Народ, который малым числом дает такие сражения, как вот бой под Фермопилами, да, когда греки... Или в нашей истории тоже это есть, бой под Фермопилами, Ян Туаль. Почитайте. Когда 40, нет, 72 башкира поднялись, вот это вот узкий перешеек на вершины, смола, пики, копья и Чингисхановы орды идут, и они, да, воткнули черные знамена. По вексиологии это умрем, но не сдадимся. Они 3 приступа выдержали, тысячи положили монгол у подножия. И тогда Чингисхан, он разумный человек был, кстати, он развернул, они не шли сюда умирать. Кстати говоря, знаете, Иван Калита сказал этому прусскому королю, типа, мы остановили орды Чингисхана на территории России. Наша заслуга. На что этот император сказал, вы та падаль, на которой орды Чингисхана объелись и дальше не смогли двигаться. Так вот, Чингисхан, он поступал очень разумно. Он брал десятину. И с башкиры реально, это вы знаете, да, 5 народов, которые реально, которым проиграли монголы. Это башкиры, вьетнамцы, ну, да нет, 3, простите, 3. И японцев тоже можно назвать, в принципе. Вот. А башкиры два было сражений, которых победили. Вот. Потерял мысль. Ну вот что будет, как вы Что считаете? будет? Значит, должно произойти следующее. То, что говорил на последнем пленуме КПСС академик Сахаров, которого чуть ли не пинками Горбачев согнал с трибуны. Но он успел сказать, единственный выход для России – создание конфедеративного государства. То есть автономные конфедерации со своим судом независимым, со своим правительством, со своей кассой, независимая от Центробанка, понимаете, и от России тем более. Тогда реально будут изменения. Башкортостан – это очень богатый край. Вспомните, когда крестьянин копал, разделывал землю у подножия Уральских гор, бычье сердце, самородок золотой откопал. У моей бабушки лежал самородок рубина, в котором я играл. Помните, такая игра с свинцом? Кидаешь в лунку, на марке мы играли. Я вот его кидал. Потом только узнал его ценность, когда мужчина, пробегая, схватил и убежал. Я сейчас смотрю, его ценность, он в музее такого размера лежит рубин, самородок. Край богатейший, разворовывается безбожно. Ну, понятно. А вот хорошо. И заканчивая, вот что бы вы сказали бы нашим башкортам, Башкортостану нашему? Надо начинать всегда с себя. Начинать с себя, поднять свою самооценку каждому. Мы не рабы. Мы не пушечное мясо.
Мне искренне жаль этих обманутых ребят, которые погибают там ни за что. Ведь пройдет время, и гордиться будет нечем их потомкам и их детям. Они об этом подумали. Подумайте о своих детях, о своих потомках, которые будут стыдиться этого. Я горжусь своим отцом. Он ушел добровольцем в неполные 17 лет, приписав себе 2 года, кстати. Надо думать о своих детях, о своих родственниках, о своих близких. Вернитесь к ним. Вам есть что делать дома. Дома полно дел. И взять власть в свои руки. В Башкортостане много умных, умнейших людей, талантливых. Помните, как этот говорил Мустай Карим? Башкира кого не пни, он либо поэт, либо писатель, либо певец. Это так, потому что у нас рождаются самородки, талантливые люди. Наш край очень богат не только ископаемыми, а прежде всего людьми. Вот на это кладбище мемориальное сходить, там просто музей. Новодевичье кладбище отдыхает с Ваганьком. И что? И я больше скажу. Вспомните Ибн Фатлана, это 7 век нашей эры, который описал, считается, что это первое описание, наверняка нашей истории гораздо богаче. Фатлан, по-моему, 10 век. 10 век, 9-10 век, хорошо. Но Руси тогда не было. 911 год, если не ошибаюсь, это было. Да, российского государства как такового не было. Наша история гораздо богаче. И ее принижают, ее затирают, ее просто вымарывают. И вот то, что сейчас с Салаватом Юлаем, это и есть вымарывание. Потому что его правду боятся, надо знать правду. Надо читать книги, исторические книги. Не из интернета, а искать их в архивах. Все это есть. Восстановить свою родословную. Спасибо. Спасибо, Камиль Агай, за прекрасное, скажем так, интервью, за прекрасный рассказ. Я думаю, что мы еще не последний раз с вами встречаемся, еще поговорим, потому что много тем мы не затронули, много о чем можно еще говорить. И, скажем так, история сейчас творится прямо на наших глазах. И я думаю, что у нас есть что обсуждать. В будущем будет, пока мы какие-то между перерывами будут происходить события, исторические события в том числе. Поэтому еще, я думаю, что впереди нас ждут великие дела. Спасибо большое, Камиль Агай. До новых встреч. Всего самого доброго.